Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой, Гена говорит: Чебурашка, милый, ты знаешь, я отмотался, весь день мотался сегодня, так жарко, противно. Я пойду в ванную быстренько, вот приму душик, ты здесь посиди пока чуть-чуть, а потом вернемся и с тобой косячок раскурим. Только смотри, падла, не кури только его, потому что я тебя знаю, ты же... Нет, Гена, спокойно иди, спокойно в ванну, все нормально. Все, Гена уходит в ванну, Чебурашка нажимает на один канал телевизора, на другой, на третий, все, всякое. Не приказывает, ладно, пару раз пыхнул. Гена не заметит, пару раз, и все скурил нам, все. Думаю, блядь, зачем я это сделал, зачем? Гена сейчас придет, сейчас надо набивать, сейчас какой-нибудь Беломорину брать, потом у меня на роже же к зеркалу подходит, ой, блядь, на роже все написано, пиздец какой, все, сейчас догадается, вдруг голос из ванной: Чебурашка, принеси мне полотенце. Блядь, полотенце, говорит, ёп, так, полотенце, значит, полотенце, что нужно сделать? Нужно встать, сейчас пойти в спальню, открыть шкаф, достать полотенце, закрыть шкаф и прийти в ванную. Значит, нужно что-то сказать обязательно, а то он догадается. Так, надо сказать. Геннадий. Блядь, почему Геннадий? Как же Геннарек? Гена. Вот, надо сказать. Гена. Ты меня просил принести полотенце, вот я пошел в спальню. Блядь, долго это, ёпта. Чебурашка, ну где полотенце? Блядь, полотенце. Заходит в спальню. Блядь, нахуй я сюда пришел в спальню? Полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванну и говорю: Гена, помнишь, ты просил меня Нет, блядь, долго он догадается, падла догадается. Надо сказать: Гена, вот то самое полотенце, которое... Почему самое? Гена, когда ты мне сказал принести... Нет, надо сказать проще, как-то просто. Надо сказать: Гена, вот твое полотенце. Вот. Нет, надо не так сказать, надо еще проще сказать: Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать: Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Крокодил в ванной!